о практической части расскажет Геннадий Иргешевич. Итак, информационная система ГИСО состоит из нескольких подсистем. Одна из подсистем – это e-услуги образования. Это запись в образовательную организацию. Сейчас вы видите это на слайде. У всех ли виден слайд? Поставьте плюсики. Запись в образовательную организацию. И в Республике Коми у нас реализован этот модуль, или реализуется этот модуль в дошкольных образовательных организациях. Запись осуществляется в электронном виде в первые классы, если родители это пожелают, но тем не менее вот с 1 февраля в муниципалитетах, а с 30 января в Сыктывкаре началась кампания по записи в первые классы. Также в прошлом году, используя этот модуль, осуществлялась запись в детские оздоровительные лагеря. Думаю, что в этом году эта практика будет продолжена. Вот это модуль e-услуги. Запись в образовательную организацию. Следующий модуль ЭЖ на слайде электронный журнал, электронный дневник. Это как раз школьный модуль. Это электронный журнал учителя, электронный журнал дневник, электронный дневник учащегося и родителей. Третий модуль это сетевая республика образования. Этот модуль подразумевает то, что все образовательные организации включены в единую систему ГИСЭО, и в том числе в нее включены управления образования, которые могут осуществлять надзорные какие-то функции в системе, Министерство образования Республики Коми. То есть многие отчеты, которые формируются в ГИСЭО, они видны и на муниципальном уровне управления образования, и на республиканском уровне, это Министерство образования. Разработчиком этой системы является ЗАО «Артех» город Самара, и начиная с 2013 года, сначала в пилотном режиме, затем в режиме уже в промышленную эксплуатацию система была введена. Эта система у нас работает. И практически все образовательные организации Республики Коми в ней уже находятся. Ну, возможно, по каким-то техническим причинам, связанным с недостаточной скоростью интернета, какие-то образовательные организации, возможно, не работают в ней, хотя обязаны в ней уже работать. Цели внедрения этой системы – это в первую очередь выполнение законодательства по оказанию услуг в электронном виде. На сегодняшний день распоряжение правительства Российской Федерации говорит о том, что ряд услуг в сфере образования должны оказываться в электронном виде. Для руководства образовательной организации это тоже выполнение законодательства. Ну и второй момент – это всевозможная отчетность, которая снижает нагрузку с руководителей по формированию всевозможных отчетов. Для учащихся это возможность общения, ну как для родителей, так и для родителей это контроль, в первую очередь оперативный контроль за ребенком. Для учеников это возможность общения, ну и для всех участников это возможность тоже общения. В системе есть внутренняя электронная почта, есть возможность создания форума и обсуждения каких-то вопросов на форуме. К сожалению, форум открыт для всех пользователей в образовательной организации, поэтому может быть не совсем удобно, какие-то вопросы хотелось бы пообсуждать в закрытой группе. Здесь форум открытый, но тем не менее вопросы, которые волнуют всех участников образовательного процесса, могут обсуждаться на форуме. Итак, вот это распоряжение сейчас на следующем слайде. Распоряжение правительства Российской Федерации 1993 от 2009 года, где перечислены услуги, которые должна указывать сфера образования в электронном виде. И не предоставление этих услуг уже считается нарушением. И, соответственно, надзорные органы к администрации образовательной организации могут предъявить какие-то претензии. Ну и, соответственно, нарушения, мы знаем, они имеют административные последствия в случае всевозможных жалоб там, от родителей еще. То есть родителям мы обязаны предоставить эти услуги,
Воспользуются родители или нет этими услугами, это уже другой вопрос. Еще надо отметить, что ГСО является региональным сегментом двух федеральных межведомственных систем. Это электронная очередь дошкольной образовательной организации и единая федеральная межведомственная система учета контингента, контингент. Ну вот контингент на сегодняшний день немножко пробуксовывает, а электронная очередь дошкольной образовательной организации работает. Все в ней отслеживается на федеральном уровне. И, в общем-то, в этих двух системах мы фактически не работаем. Вся информация в них выгружается из ГСО. Поэтому в ГСО у нас должна быть на сегодняшний день информация актуальная, чтобы вся информация на федеральном уровне тоже была в актуальном состоянии. Значит, вот еще один слайд покажу. То, что я говорил, что у нас сетевая республика образования. Что это значит? Что вся информация находится на сервере Министерства образования, которое находится в ГАО РК Центр информационных технологий. Такой у нас есть организация, которая подчиняется администрации главы Республики Коми. И в ней она обеспечивает как раз работу всех информационных систем Республики Коми, в том числе и электронный дневник, электронный журнал Республики Коми. То есть вся информация, все персональные данные хранятся не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не где-то, а в Сыктывкаре, вот в этом учреждении. На первом слайде оно тоже обозначено как участник этой системы. Вот, значит, несколько слов еще, где какая информация, где какую информацию вы можете найти на нашем сайте Крiro. На нашем сайте kriro.ru. Так, сейчас я включил демонстрацию рабочего стола. Сейчас должна появиться. Почему-то Геннадий Георгиевич нет рабочего стола. Нету? Так. Задержкой немножко срабатывает. Одну секундочку, подождем рабочий стол. Какая проблема с интернетом? Сообщения, задержка, брошюры печатают. Да что такое? Что ж такое опять, а? Нету рабочего стола? Перезапустить. Ну, трансляцию. Кто-то пишет. Ну, пробую перезапустить. Появился. Так, появился у нас рабочий стол. Откликнитесь в чате, появился ли он у вас. Плюсик можно поставить. Итак, на сайте kriro.ru в разделе «Деятельность», «Информатизация образования», «Государственная информационная система, электронное образование». Либо можно по-другому. Если вы на главной странице, прокрутить немножко вниз, вот здесь наши баннеры, наши партнеры по баннерам. И тут тоже есть вход в систему ГСО. Можно таким образом. Или деятельность, информатизация образования, ГСО. Мы попадаем на целый блок страниц, целый раздел сайта, посвященный государственной информационной системе электронное образование. Здесь наши контактные данные. Адрес электронной почты, куда можно писать, если у вас возникают какие-то вопросы. Адрес методической поддержки и адрес технической поддержки help@rcomi.ru. Это адрес как раз ЦИТа, о котором я говорил, где находятся сервера. Если какие-то вопросы вы не можете зайти, это вот как раз по этому адресу. Если вы зашли и у вас что-то не получается, это электронный адрес выше.
Здесь же перечислены адреса входов в государственную информационную систему ГИСЭО, в нашу, я так называю, боевую версию. Не тестовую, а боевую. Когда мы заходим по какому-то из адресов, мы попадаем вот на такую страничку. Геннадий Ергеш на этом остановится еще с вами. То есть можно заходить вот через наш сайт. В разделе «Документы» находится вся нормативная база, республиканская нормативная база по сопровождению ГИСЭО. В первую очередь это правительство Республики Коми, постановление правительства Республики Коми от 2015 года о вводе в промышленную эксплуатацию ГИСЭО. И 3 дополнения к этому постановлению, где подключались у нас учреждения культуры, это художественные школы, музыкальные школы, учреждения, подчиняющиеся Министерству физической культуры и спорта, спортивные школы, и Минздраву, это, как правило, дома-малютки. Значит, еще важный приказ, совместный приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми и Министерства массовых коммуникаций и связи Республики Коми об утверждении правил ведения государственной информационной системы электронное образование. Здесь расписаны все, кто за что отвечает, сроки внесения изменений в ГИСЭО, там, как правило, это 3 дня. То есть вот это важный тоже приказ, и его надо обязательно иметь под рукой, посмотреть его. И приказ самый верхний, это приказ от января 2017 года о работе и эксплуатации ГИСЭО в 2017, правда, году. Посмотрите его, все ли у вас выполнено по этому приказу. Особенно актуализация всех данных в системе по учителям, по детям. И в обязательном порядке поддерживать эту актуальную информацию, даже у тех, у кого слабый интернет. То есть, по крайней мере, в актуальном состоянии вы должны поддерживать, сколько у вас детей, сколько у вас учителей. Это было, чтобы у вас все нормально. В закладочке мероприятия. Это те вот онлайн-семинары, которые мы проводили в январе. Будем проводить сейчас в феврале, то есть график проведения этих. В закладочке вебинары, это все те вебинары, которые мы проводили по ГИСЭО. Здесь вы можете пройти, посмотреть, в том числе и архив. Видите, заканчивается у нас проведение вебинаров 2017 годом. 2017 годом заканчивается. После этого мы перешли в видеозал, и в видеозале есть закладочка ГИСЭО. Все вебинары после 2017 года уже публиковались в видеозале. Информационно-методические материалы. Ну, здесь в первую очередь есть типовой план, план работы образовательной организации по эксплуатации и ведению ГИСЭО. Типовой план. В нем перечислены все организации: дошкольные, профессиональные, доп. Образование, общеобразовательные. Вы на основании этого плана, видите, здесь есть вордовский вариант, его можете скачать, убрать то, что вас не касается, а то, что касается, например, дошкольников и прочих, и оставить только свой. Ну, дополнить там, предположим, своими какими-то мероприятиями. Здесь же находится инструкция по закрытию учебного года, а вернее по формированию и открытию нового учебного года, скорее всего, ее надо назвать. Эту инструкцию можно будет применять с 1 апреля. То есть с 1 апреля уже есть возможность сформировать новый учебный год и потихонечку его наполнять. Но мы не рекомендуем его открывать вот так рано, 1 апреля. Можно его открыть где-то к концу учебного года, там в конце мая, в начале июня, когда будет решаться вопрос о переводе учащихся в следующий учебный год. Ну, это связано с несколькими причинами. Геннадий Ергешевич остановится на этих причинах. Алгоритм. Возникает много вопросов иногда, как действовать, если у вас ученик условно переведен или условно выпущен. То есть у него итоговые оценки 2 есть, вы его переводите условно, и вот как действовать в этом случае. Он сдает задолженность, там алгоритм тоже здесь есть. Здесь еще можно отметить, во-первых, методические рекомендации по работе в ГИСЭО.
И вот шпаргалка для учителей есть. Можно ее скачать и удобно пользоваться и как инструкция к действию. Значит, следующая закладочка руководства пользователя. Ну вот шпаргалка сделана, руководство пользователя 100 с лишним страниц, большое. Выдержки из шпаргалки, то, что из руководства пользователя размещены в шпаргалке. Руководство пользователя по всем версиям есть. Мы сейчас работаем в версии 4.0, но здесь в этом руководстве пользователя как бы описано то, что добавлено по сравнению с версией 3.0. Поэтому основной это версия 3.0, а здесь что изменилось. Модуль ОДО, модуль ОДО он совпадает полностью со школьным, модуль для дошкольников и для профов. И в полезных ссылках, это здесь у нас в основном тестовые базы, на которых мы будем работать. И вот входить в тестовую базу можно отсюда. Вот у нас тестовая база demo.rtech.ru 5557. На этой тестовой базе мы будем работать. И сейчас я предоставляю слово Геннадию Иргешевичу, каким образом работать на этой тестовой базе. Так, что-то звука не было, что ли? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Почему-то у меня звук пропал. Раз. Передаю слово Геннадию Иргешевичу.